шундай менің тезисім бар, башқұрт не тот, который себя в грудь бьет, что мен башқұрт, а башқұрт егеті и любой гражданин российский что-то для беден республика, беден миллиардке что-то делает. Удивительно, как он любил людей и стремился сделать все, чтобы наша жизнь стала безопасней и комфортней. В эти дни друзья и соратники Артура Фарвазовича Ахмедханова вспоминают о доблестном защитнике правопорядка и просто внимательном и заботливом друге. Помнят и ценят за успешно проведенные боевые операции, спасенные жизни и сотни решенных вопросов. Башкортостан, Чечня, Северная и Южная Осетия, Ингушетия, Нижний Новгород, столица нашей Родины, Москва и еще немало точек на карте нашей большой страны. Все они объединились в истории жизни этого человека. И всегда на первом месте милая сердцу Башкирия, любимая и родная. В Салаватском районе щедрая земля. На весь мир известна своими целебными свойствами уникальная гора Янгантау и минеральный источник Кургазак. А Идрисовская пещера, или как ее еще называют пещера Салавата Юлаева, отнесена к памятникам археологии федерального значения. В Башкирской АССР в Салаватском районе в селе Турнали в доме деревянных дел мастера и фельдшера 15 ноября 1962 года родился Артур Ахмедханов. В его семье все вставали с восходом солнца и работе посвящали целый день. Воля отца и его авторитет были почитаемы во всем селе. Честность и трудолюбие, доброта и готовность помочь людям, обостренное чувство справедливости и природная скромность. И эти черты характера Фарваз Давлетханович передал своим детям. Уже с первых дней учебы в маленькой сельской школе Артур, несмотря на мальчишескую непоседливость и озорство, стал отличаться особой любознательностью. Школьные годы пролетели незаметно, и вот уже мама, Талига Зайнуловна, получила долгожданное письмо и фотографии сына из армии. Возможно, тогда у 19-летнего парня зародилась мечта посвятить себя службе в органах правопорядка. А вернувшись домой, недолго думая, снова надел форму, но теперь уже милицейскую. Вскоре выпускник обычной сельской школы без чьей-либо поддержки поступил на юридический факультет Башкирского государственного университета, оставив за собой еще 15 претендентов на место. Годы учебы запомнились новыми объемами необходимых знаний и первым серьезным чувством, которое он провел через всю свою жизнь. Высокая, стройная, застенчивая, 18-летняя Фиделия покорила сердце Артура, и через год они поженились. Студенческая жизнь подарила и новых друзей. Это 84-й год. Мы учились на одном курсе. Он после рабфака, после армии рабфака, а я после армии сразу. И вот мы учились. Я такой хорошо помню эпизод. Первый курс. Ну, мы же такие еще, не умеем за собой толку. После армии вечно голодные ходили. И он как-то говорит: пошли ко мне домой. Говорит: у меня жена, что-то покушаем у меня. А я вечно голодный, думаю, конечно, пойду. Я помню, вот Фиделия, его супруга, с которой мы дружим уже давно, она приготовила щуку. Как раз я до сих пор помню. Представляете, это сколько лет прошло? 84-й, 16-й, 35 лет прошло. Я помню вот вкус этой щуки. Вскоре семью Ахмедхановых ожидало первое серьезное испытание. Практически сразу после рождения дочери Айгуль Артура Ахмедханова, молодого сотрудника милиции, отправили на учебу в Татарию. Его супруга и дочь, освободив комнату в общежитии, переехали к родителям. Прошел не один год совместных скитаний по съемным комнатам, прежде чем молодая семья обрела собственный угол. Неприхотливая, непритязательная Фиделия терпеливо принимала все неудобства быта, стараясь поддержать и подбодрить мужа, который сутками пропадал на работе. У него не было свободного времени. Он всегда был в активном действии, всегда чем-то занимался. Он всегда был занят на работе. Когда приходил, мы всегда чувствовали, как он скучает по нам, трепетно к нам относился. В перестроечные годы и лихие 90-е Ахмедханов прошел путь от оперуполномоченного уголовного розыска до начальника Орджоникидзевского РОВД Уфы, одного из крупнейших в республике и традиционно сложного в криминогенном отношении.
даже, может быть, иногда излишне. Работа, 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 работа. А участковые как к нему тянулись тоже. А участковые же к нему тянулись. Жуков здесь был участковый в Дмитриевке. У него было уже в услуге 25 лет. Так он за ним ходил как Артур Фавадович, понимаете? Раз Артур выехал, значит, будет раскрытие. И, как правило, так получалось. Очень теплые воспоминания, как о человеке. Он очень преданный, обязательный, понимаете, отзывчивый. В 1999 году по решению руководства башкирского МВД энергичный офицер возглавил ГИБДД Республики Башкортостан. Будучи начальником управления ГИБДД, вот 5 лет работал, значит, на фоне Российской Федерации мы всегда были в первой пятерке. Он все серьезные ДТП выезжал сам лично. ДТП со смертельным, ДТП связано с детьми, ДТП связано скрывшийся со смертельным характером. Он всегда брал на контроль. И отсюда, наверное, были результаты у нас очень даже неплохие, даже хорошие. Всегда нас в главном управлении ставили в пример и приезжали к нам из других субъектов. До предела спрессованный рабочий график такой режим Ахмедханов выбрал еще с молодых лет. Каждая решенная задача значительно укрепляла роль возглавляемой им службы. Улучшалась материально-техническая база. Создан республиканский полк дорожно-патрульной службы. Одной из первых в стране построена современная и оснащенная всем необходимым станция технического осмотра автомототранспорта. А в 2005-м он был назначен заместителем министра, начальником службы милиции общественной безопасности МВД Башкортостана. Для него, как и для всех нас, это была не просто профессия, а образ жизни. В период работы в башкирском МВД Артур Фарвазович постоянно находился на острие всех самых масштабных и ответственных задач. В тот период случилась и ответственная длительная командировка в Чечню в качестве заместителя командующего группировкой МВД России. С крыши Временного отдела внутренних дел весь Урус Мартан виден как на ладони. За тот год, что здесь несут службу башкирские милиционеры, этот район в центре Чечни стал для Башкортостана почти своим. Не имея шансов в открытом бою, чеченские боевики сделали ставку на подрывы. В Урус-Мартане за последние 3 месяца пребывания там башкирской милиции не раз гремели взрывы. В этот период Артур Фарвазович постоянно находился на острие всех масштабных и ответственных задач, которые ставились перед МВД Республики. Здесь и руководство самой многочисленной службой МВД Республики, и 450-летие добровольного вхождения Башкирии в состав России, и специальная операция по поиску и задержанию в 2007 году особо опасных вооруженных преступников, от рук которых в Стерлитамакском районе погибли милиционеры. Обладая огромным опытом практической работы, Ахмедханов мыслил не только масштабно, но и глобально. Перевод во Владикавказ в 2008-м для него стал полной неожиданностью, но это назначение было не случайным. В этот период криминогенная ситуация в Северной Осетии крайне осложнилась серией громких убийств должностных лиц. Мэра города Владикавказа, заместителя председателя правительства, ряда сотрудников органов внутренних дел. И во главе МВД нужен был решительный, мужественный и профессионально подготовленный руководитель, способный расследовать не только череду особо опасных преступлений, но и навести порядок в республике. Артур Фарвазович работал в очень сложный период времени. Благодаря его решениям сам уровень преступности не только на проценты снизилась, а снизилась в разы. У него очень много здесь друзей, притом он ко всем относился равно. Всегда честно и открыто говорил. Правдивое его честное, правдивое слово всегда подкупало души любых людей. Это самое первое появление Артура Ахмедханова перед местными жителями. Он рассказал о своей родине, Башкирии, о родном Салаватском районе и селе Турнали. Рассказал о том, что главный памятник Республики Башкортостан народному герою Салавату Юлаеву был создан руками осетина, скульптора Сосланбека Тавасиева, и добавил. И хотел бы, значит, как Тавасиев оставил след в Башкирии, в нашей республике, я бы тоже хотел хоть чуть-чуть приблизиться
своим отношением к службе. Такова натура Ахмедханова – честно и открыто говорить истину. И каждый раз, когда горячий народ задавал ему вопросы, Ахмедханов находил ответы и решения. Порой бывало очень напряженно. В Республике Северная Осетия предупреждаю уголовной ответственности, которая может сложиться по перекрытию федеральной дороги. Поэтому предупреждаю вас от уголовной ответственности и прошу освободите дорогу, я тоже в пробке стою. С приходом Артура Фарвазовича началась активная работа по документированию и разоблачению банды Гагиева, которая известна на всю страну. Артур Фарвазович в большом авторитете и у наших соседей, жителей Ингушетии, потому что они понимали, что нет никакой поблажки, нет никаких снисхождений для лица, совершившего правонарушение или преступление. Совершил, надо отвечать. Принципиальный, грамотный и требовательный руководитель. В кратчайшие сроки собрал в единый кулак разрозненный коллектив. Успехи североосетинских полицейских высоко оценило руководство МВД России. Поблагодарить за раскрытие громкого преступления, ограбление крупнейшего банка и возвращение 200 миллионов в казну в Владикавказ прибыл министр внутренних дел России Рашид Нургалиев. Я благодарю нашу осетинскую милицию за такую работу оперативную. И самое главное, что она обошлась без потерь. Шаг за шагом Артур Ахмедханов создал вокруг себя честную, сплоченную и высокопрофессиональную команду. А жизнь экзаменовала, и порой очень жестоко. На боевом посту в Моздоке погиб молодой коллега по службе Алекс Засеев. Ценой собственной жизни, не пропустивший через административную границу 3 вооруженных террористов. Уважаемые коллеги, я хочу большую благодарность выразить. То, что вы пресекли группу членов НВФ, которые беспрепятственно хотели проехать на территорию Северной Осетии Алании. За вашу службу, за вашу самоотверженность. Чуть позже трагедия повторилась на административной границе 2 республик – Северная Осетия и Ингушетия. В расцвете сил погиб сотрудник дорожно-патрульной службы Заур Джибилов. Он не пропустил террористов в спящий город, спас сотни жизней, расплатившись своей. Мы никогда его не забудем. Значит, вы знаете, что он будет представлен в высшей государственной награде. Мы будем ходатайствовать. Генерал сделал максимально возможное для матери погибшего полицейского. Вскоре президент страны подписал указ о присвоении Зауру Джибилову звания Героя России. А на доме героя была открыта мемориальная доска. Ему удалось мобилизовать личный состав МВД на решение тех задач, которые были поставлены президентом Российской Федерации. Отсутствие войны, отсутствие терактов, отсутствие тяжелейших каких-то преступлений, которые характерны для Северного Кавказа, к сожалению. Это в первую очередь труд сотрудников правоохранительной системы и, безусловно, Министерства внутренних дел. Артур Фарвазович всегда внимательно относился к семьям воинов России. В Осетии был открыт памятник погибшим стражам порядка. Сегодня это целый мемориал, где проходит принятие присяги и другие торжественные мероприятия МВД республики. А когда появлялось свободное время, он наведывался к ребятам в детские дома Виктория и Хуретен, оказывал посильную помощь детям. И, казалось, там лечил свое раненое суровыми буднями сердце. Всегда на первом месте для него были люди и их безопасность. О его личном знали только самые близкие. Тяжело переживал болезнь матери, ведь из-за напряженной ситуации в Осетии даже не мог часто навещать ее. Утешал себя мыслью, что он, прежде всего, защитник своей родины, и ее безопасность для настоящего солдата превыше всего. Много хороших дел было сделано. Отремонтированы пункты для участковых, оснащен по европейским стандартам кинологический центр. Наконец-то произведен ремонт музея милиции и полиции. Спорт шел отдельно. До осетинского периода долгие годы Артур Ахмедханов возглавлял в Уфе Федерацию национальной борьбы и вообще уделял поддержке башкирского спорта огромное внимание. Приехав во Владикавказ, продолжил развивать и спортивное направление. Атлеты его внимание чувствовали, во всем поддерживали. Появились даже свои чемпионы мира. Он даже приглашал на соревнования в Осетию спортсменов из Башкирии и гостеприимно их встречал. Всегда, по-моему, любил спорт, поддерживал своих земляков всегда везде. Даже был случай, когда мы были в городе Владикавказ, он к нам подошел
И прям так от души за нас болел, всегда поддерживал, настраивал на борьбу. Больше времени находился с нами. В период, когда он возглавлял Федерацию кураж республики, он вывел этот вид спорта на новый уровень и в республике, и в целом по России. За это ему наши спортсмены очень благодарны. Как-то он сказал такую фразу, которая надолго, наверное, останется у меня в голове. Он сказал, что когда-нибудь я отсюда уеду, потому что я башкир, и я уеду на родину, но пусть о моем народе останется хорошее мнение. Я считаю, что это слова настоящего патриота своей республики, настоящего мужчины. Артур Фарвазович был компетентен во всех вопросах, и с каким бы вопросом к нему ни обратились, всегда он смог найти адекватный ответ или помочь советом. Действительно, я хочу сказать за него самые добрые слова, потому что этот человек заслуживает этого. Я был на «Динамо», безусловно, он выстроил великолепный спортивный комплекс. Когда-то дорога из башкирского селения Турнали отправила Артура Ахметханова в трудный, полный серьезных испытаний путь. Покинув малую родину, мыслями он всегда был рядом. Для своих сельчан отремонтировал дорогу. Турналинская средняя школа была заново отстроена по его личному ходатайству. Быть полезным 24 часа в сутки, всецело отдаваться работе и не щадить себя. В таком режиме он жил в Северной Осетии. Генерал Ахметханов смотрел на мир глазами человека, которые легко распознают доброту, заботу или фальшь, лицемерие. И люди ему поверили и уважали за цельный характер. Но все же знали, что каждый день и каждый час Артур Ахметханов живет мыслью возвращения домой, на родину. Такие слова на 50-летний юбилей ему сказал глава региона. Я в первую очередь хочу поблагодарить тебя за все то, что ты делаешь для того, чтобы в Северной Осетии торжествовал порядок, чтобы была мирная обстановка, чтобы люди могли не переживать за своих детей, за своих старших, чтобы занимались мирным трудом. Тебе удается эффективно выполнять эти задачи. Кроме этого, мы все в Осетии знаем, что ты очень любишь свою республику, свой народ. И правильно ты делаешь, что не скрываешь этого. И начался трудный этап возвращения. В 2016 году Артур Ахметханов был назначен замкомандующим Росгвардии в Приволжском федеральном округе. Дело было также не впроворот. Он эффективно организовал работу подразделений по обеспечению безопасности жителей регионов ПФО. Внешне изменился, заметно похудел, но по-прежнему был полон решимости трудиться на благо Родины. Он всех сослуживцев своих знал по имени-отчеству, от рядового до офицерского состава. Очень многим он помог при сложных жизненных ситуациях. Никогда не бросал в беде своих подчиненных. Артур Фарвазович – настоящий боевой генерал, который относился очень по-доброму к людям. Он очень ценил дружбу и очень дорожил ей. Осенью 2018-го жители республики узнали о приходе Ахметханова в правительство Башкортостана в составе команды Радия Хабирова. Когда меня назначили только, я начал подбирать здесь команду. У меня первая мысль была, когда я понимал, что нужен секретарь Совета Безопасности для координации работы силовых структур, я сразу о нем подумал и ему позвонил. Возвращайся, будешь секретарем Совета Безопасности. И он с большой радостью это принял, потому что мне он всегда тоже говорил, как-то мы с ним еще в Москве делились. Он говорит, я о чем переживаю, что сына, говорит, не вижу, он растет без меня. Для меня он был еще важен рядом, потому что он очень мудрый человек. Он хорошо разбирался в людях. Он любил свой народ, он любил свою родину. Артур Ахметханов, имевший за плечами солидный опыт работы, отличавшийся надежностью в решении ответственных задач, был назначен на пост вице-премьера правительства Башкортостана по вопросам безопасности. Подвести земляков суровый и справедливый генерал Ахметханов не имел морального права. Трудился сутками напролет, без праздников и выходных. Оперативки часто сменялись выездами на объекты по всему региону. Он словно знакомился со своей родной республикой заново. Досконально изучал вопросы, наказывал недобросовестных работников и всегда отстаивал сторону тех, кто нуждался в защите. По-военному быстро анализировал ситуацию и составлял план конкретных действий.
Ахмедханов это был Ахмедханов, да, и все запомнили Ахмедханова, и все знали. Потом он работал заместителем министра внутренних дел. Вот, пусть другие замминистра внутренних дел на меня не обижаются, да, вот после него было, наверное, десяток замминистров. Извините, пусть они меня простят, я их по фамилии не знаю, но Артура Ахмедханова запомнили все. То есть знает, помнит вся республика. Вот мы иногда говорим патриотическое воспитание, об этом не задумываемся, да, просто так сказал патриотическое воспитание, а он этим занимался. Патриот своей малой родины, своей республики. Его требовательность к себе и другим, сильный характер и развитые чувства ответственности вызывали глубокое уважение у тех, с кем он работал. Артур Фарвазович всемерно способствовал эффективной работе подведомственных подразделений, внес значительный вклад в обеспечение правопорядка и общественной безопасности в регионе. Координация всех заинтересованных служб, касается ли это МЧС, ГИБДД, Минздрава, дорожников, все должно сделать для того, чтобы, значит, на дорогах и на улицах у нас граждане чувствовали себя безопасно. Конечно же, не обделял вниманием спортсменов. Многие вопросы сдвинул с мертвой точки. Вернул честное имя забытым ветеранам спорта. Поддерживал действующих атлетов. Особо опекал борцов. Кстати, серьезно спортом занимается и его сын Азамат. В секцию дзюдо меня дал мой отец, так как он сам в молодости занимался борьбой. Поначалу мне было непривычно и тяжело, но сейчас мне гораздо легче. Я продолжаю заниматься, потому что это мужской вид спорта. Мне он очень интересен, и я хочу достичь звания мастера спорта России. После долгих лет служения Родины они наконец-то оказались вместе. Заботливая Фиделия сберегла детей. Уже появились внуки. А сердце 80-летнего отца Фарваза Давлетхановича переполняла гордость за умного и справедливого сына. Очень гордился я своим сыном. Никогда не отказывал ни в чем мог, всегда помогал мне, всегда прислушивался. Не говорил, что я такой человек, большой генерал или кто-нибудь. Он всегда моим словам поддерживался. Трудолюбие очень было. Мы вместе скотину держали, и сено качили вручную литовками. Было здоровье, по гектару косили, он со мной не оставался никогда. Беспощадный, почти круглосуточный темп в работе семью не удивлял, как и тех, с кем работал генерал Ахмедханов. Везде, по каждой конкретной ситуации он стремился составить свое впечатление. День Победы – особый праздник, день нашей гордости и скорби, нашей безграничной благодарности защитникам Отечества. С каждым годом мы все больше и острее чувствуем, как тяжела была ноша войны, какими усилиями наши ветераны совершили бессмертный подвиг спасения Родины. В Уфе Ахмедханов лично прорабатывал детали празднования Дня Победы. И вот уже само мероприятие проходит мощно и масштабно, но сам вице-премьер правительства контролирует его ход дистанционно, а буквально через несколько дней неожиданно жители республики узнают печальную новость от главы Башкортостана. Ему делали химию, очень тяжелую химию, от которой он очень сильно страдал. Он уезжал на выходные в Москву, там ему делали, а в понедельник он уже сидел на работе. И традиционно было, я знал, что я приду, у меня где-то уже там 7:30 от него, или в 7 даже, от него уже оставленный звонок, где он просто говорил, я здесь на работе и так далее. И вот было только один раз, я помню, когда он мне просто позвонил и сказал, я, говорит, не приду в понедельник, мне очень плохо. Это вот первый раз и за все это время. Он ни разу не пожаловался. Вот, это был такой стойкий человек, ни разу не пожаловался. Это пример для всех нас, наверное, так вот достойно пронести эту тяжелую болезнь. Знаете, у меня 2 очень близких друг другу ушли очень рано. Но их жены, они всегда рядом со мной, и их дети. Потому что это часть моей семьи. И вот сколько у меня сил, как говорится, есть, и я их буду поддерживать, и они всегда буду считать их частью меня самого и моей семьи. На его похороны, казалось, собралась вся республика. И не только. Тысячи людей из разных уголков страны, различных чинов и профессий пришли попрощаться с настоящим сыном башкирского народа. Низкий поклон родителям Артура Фарвазовича, низкий поклон жителям Башкирии. Я верю, что его память на века сохранится в сердцах тех людей, которые его знали. И его хорошие идеи должны передаваться из поколения в поколение. Я горжусь им.
Он столько в жизни успел сделать для людей. Люди помнят его. Давайте эту память хранить вместе. Артур Ахмедханов – личность, объединяющая различные регионы страны. Человек, оставивший заметный след в современной истории. Защитник, который по первому зову, рискуя своей жизнью, всегда вставал на защиту интересов людей. Трудился во благо Родины. Спустя год, на 75-летие победы в Великой Отечественной войне, в Башкортостане состоялось важное событие. В Уфу прибыла золотая звезда Героя России, командира 112-й башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратова. Сегодня мы передавали на вечное хранение медаль звезды Героя России Шаймуратова, которую Артур Фарович тоже очень любил и очень боготворил. 12 сентября, когда у меня была встреча с президентом России, где Владимир Владимирович как-то внимательно выслушал и поддержал, и соответствующую визу наложил на мое письмо. Когда я собирался сегодня, я понимал, что надо одеть красный галстук. Я специально нашел вот галстук красный, который мне Артур Фарович подарил. Вот на мне сейчас он тоже. Этот галстук Артур Фарович подарил. Вот буду носить его по таким случаям, потому что он был большой патриот, настоящий офицер, настоящий генерал. Просто хороший мужик и очень достойный человек. Он не сдавался и бился до конца, работая на благо своей республики. Смелый, многогранный и в то же время добрый и открытый человек. Он многое успел сделать и задал хороший тон в ритме работы правительства Башкортостана. Человек, для которого верность отчизне и служебного долга превыше всего.